Салам алейкум, друзья! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Демижан, и мы начинаем. Друзья, сегодня буду катать ночную смену. Нахожусь я в Илинке. Илинка, вот, Уркер, микрорайон Уркер. Решил откатать ночную смену, поработать. Вот выехал, кэфы здесь не горят, Яндекс не стал включать, потому что здесь куда-нибудь беспонтовое место, чтобы не заехать какой-нибудь в частном секторе, где плохая дорога. Сейчас вот по индрайверу в сторону города принял заказ за 2000 тенге, друзья. Еду туда. Подача была 2,2 километра, расстояние навигатор показал 30 километров, но он объездную показывал. Здесь можно так по прямой, сейчас пробок нет. Ну вот и так, 5 минут 3 километра подача до клиента, едем. Друзья, посмотрим, может сегодня включу промокод, если кэфы будут гореть. Ну, вряд ли 3 часа промокода, может, не буду использовать как-нибудь в следующий раз. Сегодня просто я планировал его использовать. Поздно выехал, собирался где-то часам к 9 вечера выехать. Но я сейчас выехал, друзья, сейчас время у нас без 20:12, друзья. Поработаю где-то до 2-3 часов ночи. Ну и посмотрим, сколько я заработаю. Первый заказ взял по индрайверу, сегодня будем миксовать, на 2 агрегаторах работать. Ну и вот, друзья, едем. Друзья, вот, еще до клиента не доехал, друзья. Обнулим давайте километраж. Так, общий километраж на автомашине 214 543. Друзья, привез первый свой заказ сегодня с ночной смены. Получается, с Илинки приехал до парка Авеню, Туркестан 28 вроде. Сейчас запись скриншота поставлю. Вот сейчас думаю, 2000 тенге заплатили за минусом комиссии Яндекс, 1800 чистыми. Намотал 31 километр, друзья. Так, Арнау здесь вот каратыши есть. 700 тенге предлагают в индрайвере. 1,6 километров подача и 3,1 километр ехать. Получается у нас 4,7, друзья. За 4,7 километров 700 тенге. Пока не буду принимать, давайте посмотрим, что предлагает нам Яндекс. Горят ли коэффициенты? Да, коэффициент. О, приоритет плюс 16, друзья. Видимо, рейтинг поднялся. Да, рейтинг поднялся с 4,903. Ну где же ты был раньше? 30 апреля поднялся бы ты. Чтобы получил бы я тогда платину. Так, плюс 1000 кэфы. Вот возле дома стою по Туркестану почти. И что, практически горит весь город, друзья. Давайте выйдем на линию, посмотрим, с каким коэффициентом будут давать. Ну и пока давайте смотреть, что там по индрайверу. Кэф плюс 200, Сауран, Улдава, Каратыш плюс 200, Яндекс. Берем. А тут что у нас? Ахмед Байтурсынова, 7,1 километр. 1000 тенге. Посмотрим, сколько же нам даст Яндекс за Каратыш. 1,6 подача, друзья. Так, ехать нам до Улдава 3, 1,3 километра, друзья. 500 тенге будет, мне кажется, сумма. 500 тенге, хотя можно было бы туда на индрайвере за 700 тенге, 800 или даже 900 можно было бы предложить, вдруг взяли бы. Ладно, взяли так взяли, выполним. Еду. Друзья, вот сейчас принял, предыдущий заказ завершил, 600 тенге вышло, думал выйдет 500, с кайфом плюс 200, вышел 600. Так, что хотел показать, друзья. Вот сейчас принял заказ с Mega Seal Play. Еду на дачный участок, вот авиатора, в сторону аэропорта. Через 100 метров камера контроля перекрестка. Так, вот, смотрим. Там зона не горит. Я вот у нескольких блогеров видел и советовал тоже Юсуф с канала Блог Таксиста, что в таких ситуациях лучше выйти с линии. Через 300 метров камера контроля разметки. Я тут есть что ли включен? Да, точно, тут не включен. Все, здесь отключаю. Вот еще раз покажу. Выйти с линии, дабы искусственно поднять спрос. Ну, сейчас мы вряд ли это сделаем. Там бывает такое, что прям близко-близко стоит зона, и именно там то место еще не горит. Там просто спроса нет, заказа нету, и, видимо, может, машина там тоже есть на линии. Друзья, не только так, но и вообще я вот советую выходить, то есть когда получаем заказы и направляемся куда-нибудь там километр 5, свыше 5, когда поездка составляет свыше 5 километров, советую всем выходить. Давайте, друзья, если все так будем делать, то есть Яндекс как определяет спрос, то есть заказы есть, но машин получается на заказы в этой зоне меньше.
То есть мы сейчас принимаем заказ, потом меняем статус на поехали и начинаем выдвигаться. То есть 50% пути, когда мы проезжаем, нам падает сверху под цепочки заказ. То есть система видит нас, то, что мы находимся на линии. А если мы, например, все водители вот так принимаем заказы, когда выдвигаемся уже выполнять эту поездку с пассажиром, выходить с линии и обратно возвращаться на линию уже после того, как завершить заказ. То есть машин становится меньше по городу, естественно, система это определяет, то, что на линии находится меньше машин, и она будет увеличивать, может даже больше держать эту зону повышенных коэффициентов, радиус ее увеличивать, ну и время кэфов будет увеличиваться, друзья. Так что я буду писать во все группы, в которых я состою, в WhatsApp, в Телеграме. Ну и вы, друзья, тоже как бы знакомым, тоже в группе. Давайте так начнем. Принимаем заказ, начинаем его выполнять и выходить с линии. Я думаю, тогда как-то мы повлияем на кэфы в Яндексе. Ладно, буду выполнять. Друзья, завершил я второй свой заказ. 1010 тенге выше с кэфом. Плюс, забыл уже, плюс 300, либо плюс 500 я принимал. Вот смотрите, доехал до этой зоны. Здесь кэфы не горят. Выйду, ладно, все равно на линию. Активность сколько он? 95. Можем один раз пропустить, либо использовать авиарежим. И вот по зеленке Балкантал. Включаем авиарежим. Нет интернета. 91 балл показывает, не знаю, может не отнимут. По индрайверу с аэропорта был заказ, но тоже далековато. Я хочу сейчас чисто находиться на левом береге, где вот сейчас бешено горят коэффициенты. Так, не знаю, сколько прошло уже. Включиться, не включиться. Так. Ладно, включимся. Интернет включим. Продолжить. И опять же этот заказ поступает, но он поступает так себе. Пришел проводник в аэропорт. В аэропорт поедем, в аэропорт. Там кэфы в аэропорту не горят. Ладно, нажмем поехали. И сразу же его завершим. Не будем ехать в аэропорт и впустую там становиться в очередь и ждать. Вдруг не будет заказа. Так, что у нас по индрайверу? Аэропорт 900 тенге. Англикель 50. В принципе, неплохо ехать. 9,9 составит. 13,5 километров. 1200 предложим. Заказ уже взят. Истерек Фаризон Гарсунова. Короче, зря я принял этот заказ. Друзья, вот заехал я сюда на частный сектор. Друзья, привез с кэфом плюс 500 или плюс 700 принял. Ну, короче, последние заказы меня порадовали. Все с кэфами плюс 300, плюс 500, плюс 700. Ну, естественно, я выбирал, друзья, пропускал. Там были такие заказы, дальники и с низкими кэфами. Я все, естественно, пропускал. Использовал режим самолета. Так, официально пропускал, так как у меня золото. Я вижу точку Б до 90 баллов активности. Так, смотрите, балл активности у меня 94. Так, выполнил 5 заказов, вышел с линии, друзья. Здесь вот кэфы не горели только что. Вот начинает зона гореть. В районе Жагавал я нахожусь. ЖК Шихлс. Сейчас еду на АЗС, загорелся датчик топлива. Заканчивается бензин. Поеду заправиться как раз. Ну и это будет расход. Я катал вчерашним бензином. Что, работаем. Друзья, подъезжаю на АЗС по улице Саганак. Вот он, Гелиус. Вот зона загорелась, друзья, 5 заказов выполнил, если видно. Так, ну и пробегу, смотрите, друзья, 71. Сейчас припаркуюсь прямо на колонке. Так, смотрим, 71,3 километров накатал, друзья. Блин, открыл багажник. Общий километраж 214 614. Вот, если видно, 5 заказов, друзья. Грязами я заработал. Блин, новый интерфейс, друзья, не поймешь. Вот 400 плюс 1280, это у нас будет 5380, 5300, 6400, 6500, 6523. Отнимаем комиссию Яндекса 21%. Получается 4247. Вот. Работаем. Друзья, заправился на 4000. Чек есть. Вот, друзья, 4000. 22 литра. Чек. Так. Ну что, смотрим, зона горит. Выйдем на линию. Вот такой вот фонарик приобрел, чтобы снимать ночью. Зацените. 2 режима. Так, выходим на линию.
Здесь и так свет есть на заправке, можно не использовать. Так, ждем заказик. Еще часик поработаю, наверное, как вообще потухнет кэфе. 100-1100 горит. А, вот и. Ё-моё, остановка Ханшатпаева. Плюс 700. Блин, пропустим. Заказ отменен. 2 точки, может, там сейчас парить, шмарить будут. Ргыз. Рисковать не буду. Отключим интернет. Ргыз. Где это находится? Ргыз даже не знаю. Апасян. Ждем хороший заказ по левому берегу. Ну, хотя бы с кэфом плюс 400, плюс 500. Так. Включимся. Доступ в интернет возобновлен. Заказ отменен. Смотрим балл активности. 92. Не потеряли. Лайфхак. Хотя избитый уже, все знают его. Ждем заказик. Хороший заказик поступи. Друзья, сегодня вышел ролик. Кстати, вы его прям хорошо он залетел по всей статистике. 35 минут, правда. Но кто не смотрел, друзья, ссылка будет в описании под этим роликом. Переходите, смотрите, друзья. Также, друзья, активно подключайтесь в группу Telegram. Обсуждаем все новости. Спрашиваем, что не знаем. Кто работает в такси, друзья, подключаемся. Ссылка в описании. Telegram-группу. Уже там обсуждения идут. Люди активно общаются. Дают советы, спрашивают. Ну а мы ждем заказ. Может, потихо двинем. Да, можно потихо двигать. Середину в эпицентр коэффициентов. Сейчас, чтобы нам со спины этот заказик не упал по зеленке. И так уже активность 92. Рисковать не будем. Вам пришел проводник в аэропорт. Проводник в аэропорт. А что там в аэропорту? Кэфы не горят. В аэропорту кэфы не горят. Вот так вот, друзья, если приходит. Раньше я, друзья, взял и ждал, пока вот это вот, она высчитывает же время, и эта шкала двигается. Я прям дожидался, пока она пройдет. Она очень долго. Оказывается, можно так принять, найти это и так вот завершить. И все. И ждать заказики. Вот заказик, Мунарал с Азиапарка. Фу, ё-моё. Интернет отключили ему. Надеюсь, кэфы не упали. Так, дорогу перекрыли, друзья, по Саганаку. С Турана, получается, до Кабанбай-Батыра, возможно. Может, и до Саурана, я не знаю. Но вот по Турану дорога перекрыта. Здесь налево нельзя, но все поворачиваем, так как впереди дорога перекрыта. Для информации, друзья, может, завтра будет тоже. Включаемся. Этот Мунарал. Естественно, активность не упала, друзья. Также 92. Дулатова 181 с Кабанбай-Батыра 5, КФ 400. Тоже, блин, не помню. Знакомый адрес, но рисковать не буду. Дулатова, что-то, блин, знакомое. Где-то на правом берегу. Смотрим балл активности. И балл активности упали. Ё-моё. Развозка, походу, началась. Или что? Смотрите, Кабанбай-Батыра 34, Кенесары 8. Что-то не клеится, может, поедем домой. Бензин заправил. Получается 4200 чистыми в Яндексе. Плюс 1800 я приехал. Ну, за 2000, естественно, по индрайверу. Там получается комиссия 9,5%. 1800 там чистыми. 1800 плюс 4200, это у нас 6000 чистыми я заработал. Без учета бензина. 4000 я бензин залил. Получается 2000 чистыми я заработал за 2 часа 20 минут. Ну, за 2,5 часа. 3000 тенге в кармане. Бензин залил. И плюс этот бензин еще мне и завтра полдня можно на нем покатать. Посмотрим. Хотя бы еще трешку бы заработать, чтобы 5000 на карман положить. Ошибка при поиске заказа 404. Блокнули меня, походу, друзья. Ну, вроде ничего, никакой информации нету. Попробуем выйти на линию. На линию вышел, все нормально. Активность 92. 3 или 4 раза использовали режим, авиарежим.
мы отключали интернет. Катаем сегодня, получается, лыжу. Чисто кэфы. Плюс 500. Коши, акансеры. Фу, ё-моё. Что такая непруха-то, а? Непруха, не можем найти заказ. Сейчас припаркуемся, может. Миленьку бы стрельнул бы, заказ забрал бы. И сразу домой. Доступ в интернет возобновлен. Ё-моё, выстраивает маршрут. Отключен. Заказ отменен. Заказ отменен. Доступ в интернет возобновлен. Фух, чуть в коши не попали. Активность 92. Остановка Акыртас. Шакырыма Худайбердова. А можно пропустить, дальняя подача. Без потери активности. Вот он заказик. Плюс 700. Доступ 5, Сарайшик 11Б. Принимаем. Подача 286 метров. Дождался я свой заказик. Плюс 700. До Сарайшик 11Б. Главное теперь, чтобы адекватные клиенты были. Ладно, отключаюсь, друзья. Свет мешает, просто ехать. Друзья, вот и завершаю я свою смену, нужно ехать домой. Кэфы по городу до сих пор горят, друзья, да, плюс 1000 кэфы поступают, плюс 500, плюс 700, плюс 300, друзья, я выполнял только что, выбирал, пропускал, использовал авиарежим, отключал интернет, выбирал чисто по левому берегу, где горят коэффициенты, ну и выполнил, друзья, 11 поездок, друзья, плюс с индрайвером, получается 12 поездок за сегодняшнюю смену, выходил без 20-12, первый заказ принял по индрайверу, доехал до города. Итак, давайте, вот я последний заказ завершаю, вышел с линии, до сих пор кэфы горят, дразнят. Ну я, друзья, мне завтра с утра везти дочку в садик и лучше выспаться, друзья, завтра поработаю. Вот смотрите, друзья, кэфы по городу до сих пор горят, но уже плюс 700. Заработал я за 11 поездок 9100 тенге, друзья. Получается, пообезнал. Что, я не вышел с линии, что ли? Буликпаева. Отключаем интернет. Да, елки-палки, вроде бы выходил с линии почему-то. Да, смена получилась очень прекрасная, друзья. 9100 плюс 2000, друзья. Вот напоминаю, 2000 я забрал, заказ по индрайверу, доехал до города, 30 километров намотал. Комиссия индрайвера 9,5%, отнимаем 9,5%, ну приблизительно 1800, друзья. Смотрите, до сих пор с линии не вышел. Уйти с линии. Так, вышел с линии. Фу, елки-палки. Ладно, друзья, чуть отсюда отъеду, как раз в сторону дома выдвинусь. Давайте зафиксируем километраж. Так, километраж на автомашине показывает 98,6 километров. Общий километраж машины 214 642. Время, друзья, вот 03:27. Пол-четвертого утра. Еду домой. 3 часа хотя бы посплю. Ну и завтра поздненько, наверное, выйду на линию. Завтра тоже буду снимать свою смену. Ну что, я поехал. Так, далеко не отъезжаем. Давайте озвучим результаты. По безналу получается 3420, это грязными он считает, наличными 800, 110, это получается у нас 11 530 тенге грязными, друзья, 11 530 тенге грязными, отнимаем 4% парка, это 467 тенге, и 17% Яндекса, 1962 совокупности, 2428, отнимаем от 11 530, 2428 отнимаем, получается чистыми с вычетом комиссии Яндекса заработали мы 9102 тенге, друзья. Залил я бензина, друзья, чек имеется, вот он,
на 4000 тенге бензина. Отнимаем, получается, 5000 плюс первый заказ индрайвера 1800 тенге чистыми. Остается у нас, давайте 1800 к 900 прибавим. Получается 10900, друзья, чистыми. Отнимаем 4000 бензина. Получается, ай, ё-моё, математика. 10900 минус 4000, 6900 тенге, друзья. 7000, друзья. 7000 я положил на карман за 12 поездок плюс индрайвером. Ну и проработал без 20-12 выходил, пол-четвертого, 4 часа. 4 часа смены, 7000 на карман. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, высоких коэффициентов, коротких заказов. С вами был Демижан. Пока.